Кого-то топит, блин, у кого-то воды нету. Как так-то, а? Вот и приходится карабкаться, блин, по тропам. Ну что, ребята, всем привет. 2 сентября, братцы. Все, у нас уже такое колоссальная осень. Не сдавалась, конечно, она, зараза. В августе до 30-ки доходила. Блин, ребята, на 2 недели все это задержалось. Ну, сегодня, ребята, я прям, не знаю, утверждаю, что ли, первый выход, ребят, по осеннему Налиму. Долгожданный, ребят, долгожданный мой выход. Это моя любимая рыбалка. В целом, ребята, я готов. Я готов. Погода, ребят, то, что надо. Моросит дождь. Где-то около 10 градусов тепла. Всего лишь ночью что-то 6-5. Погода стрёмная, ребят. Тучи. Всю ночь дождь. Утро дождь. Вот немного просветлело, ребят. Я сразу на хода. Взял все необходимое, то, что надо по поиску Налима. Любимые доночки, ребята, собранные кое-как банка червей, потому что земля просохшая и червей вообще просто нету. В общем, все, ребята, есть, чтобы культурно, массово порыбачить. А так получается, ребят, что воды до сих пор нету. Она, зараза, падает и падает, падает и падает. Просто перекаты идешь, карабкаешься. И в целом я не могу подняться на свои точки, которые они у меня есть. Я знаю, что там есть Налим. Но это все, ребят, вверху, и 3-километровый пляж, который перемытый вообще, не знаю, сантиметров 20 воды, не дает, ребята, туда пробраться. И я остался в отрезке в 20 километров, и вот это, ребята, мой отрезок, который я буду по ходу бить осень. Не знаю, посмотрим, ребят, как будет с дождями. Если все будет хорошо, водичка начнет подниматься, то, естественно, мы переберемся уже туда и будем там добивать уже, ребят, осень. Есть у нас 2 месяца, может даже больше, может меньше, как будет зима. Ну, в общем, ребят, все, я готов, настроение боевое. Все, ребята, не знаю, вообще просто не знаю, ребят, куда ехать. В целом, говорю, воды просто нету, нет воды, все открыто. Вот относительно того, что вот это осталось от речки, просто везде баланы, плюс еще сегодня ветер, баланы вот так еле-еле мелькают, надо, ребят, в аккурат идти, и, блин, прям как-то неудобно. Ну, потихоньку, помаленьку доберемся. Не знаю, ребят, начну, но в целом, пока не знаю, буду думать, пока спускаюсь, буду смотреть места. И в целом, как бы, есть одно местечко, пляжик такой поворотистый. Хорошая глубина, но там расстояние вообще маленькое. Попробуем там, ребята. Гладиатор фуршит, готов к бою. Ну и в целом, ребят, давайте со мной прокатимся. Первая ночевка по Налиму. Как получится, ребята, не знаю. 2 сентября. В прошлом году я уже в конце августа, в 25-х числах открывал Налима. Здесь задержался уже, ребята. В общем, поселок позади. Уже 5 километров отошел где-то. Погнали, ребята. Понеслась. Средь газа, потому что, ну вот реально, смотрите, что с рекой творится. Здесь просто неважно, будешь правым берегом держаться, левым берегом. Многие скажут, выходи на середину, там все в порядке, ребята. Тут и на середине может быть глубины вообще ни о чем, и торчать баланы. Самое неприятное, вот это баланы, я как-то повыхаю, это очень в аккурат. В целом, за всю историю рыбалки, конечно, дорога немного известна. Но я говорю, в целом, волны, вот эти, рябь вот эта, она не дает конкретно смотреть. Ну, а так, в целом, все в порядке. Даже солнышко, ребят, выскочило. Отлично. Ребят, еще одно такое неприятное местечко, так скажем. Вот смотрите, остров. И вот просто проточка. Здесь уже мелко. Здесь надо краями держаться берега. Ну, краем прям идти. Ну и здесь также баланы. Короче, вообще капкан галимый. Вообще жесть. Что творится с рекой? Прям не знаю, блин. Вот тут прям краем надо идти потихонечку. Ну и посматривать баланчики.
эта точка, в принципе, куда я хочу. Ну, тут видно вот много следов, конечно, были люди. Вот такая косая, здесь хорошая глубина. И в целом, прям охота вот здесь было, ребята, попробовать. Но я вот пока в раздумьях, вот смотрю сейчас, плаваю. Время, конечно, уже на исходе, надо уже вставать. Но в целом вот эта точка. Здесь, наверное, будем пробовать. Ветер, правда, здесь на косе ужас, вообще страшное дело. Ладно, сейчас посмотрим. Ну что, еще один пляжик. Но здесь глубина, ребята, вот под этим берегом. Здесь далеко очень кидать надо. Относительно. И интересно, никого нет на реке. Я вообще один сколько прошел уже. Никого вообще не встретил. Ни троллингистов, ни фидеристов. Ну, еще пару километров, ребята, и уже галька, лещевая точка, которую отдал весь сезон. Схожу до нее, посмотрю, может начать с нее, ребята, как вы думаете? Хрен знает. Я в целом, ребят, взял и прикормку, и опарыша, и фидера. Ну вот за все лето там налим себя не показывал, не было выхода там, чтобы что-то мы его там как-то видели, поймали. Но в целом там хорошее место по налиму, гальку налим тоже любит, в принципе. И сейчас, в принципе, он должен шевелиться, уже ходить. Наверное, ребят, начнем, знаете как? Начнем, наверное, с этой точки, потому что дальше там уже идет тоже большой-большой перекат. Ниже туда неохота уже ходить, ломать винт. Начну, наверное, ребят, с нее и продолжу следующими рыбалками. Посмотрим, вообще будет самому интересно, стоит там налим, не стоит вообще в целом. А так, как бы, есть фидер. Там, наверное, и постоим еще на фидер. А что нет, да? Блин, там все четко, классно. Ну, там такой ветер, ребята, вообще ужасный. Давайте сходим, наверное, на то знакомое все место. И посмотрим сегодня, как там налим, ребята. Полетели. Я на точке. Вот этот галечник. А почему бы нет? Почему бы нет, ребята, его попробовать по налиму? Весь сезон я сидел здесь кукуруза опарыш. Ну, для налима это не насадка явно. А вот сегодня баночка червя, может, пойдет в дело ему. Тоже ветерок тут, ребят, продувает. Ну, в целом у меня хорошее расстояние по донкам. Прям можно вообще борзеть. Ладно. Давайте, ребят, здесь ночку посмотрим. Ну, надо проверять, ребята, потому что надо проверять. И первый выход сейчас вообще непонятно. Пошел, тронулся он. В этом году, говорю, такая пора, то что вообще с теми годами не сравнится. Я уже 2 недели как должен быть стоять на налиме, все, а тут ни хрена. Ладно. Так, ну что, закидухи есть. Фидер есть. Взял так самое основное. Ну, с этим резервом может стоять неделю, ребята. Все есть. Прям ничего не могу сказать. Кухня. Палаточка. Все есть, ребята. Так, ребят, ну что, вещи перетаскал. Время 3 часа, получается, в 8 часу уже начинает темнеть. Есть 5 часов, но в принципе достаточно, чтобы разобраться с донками. У меня штук десяток, наверное, будет, ну, мои мотовилки, ребят, доночки, ложки, грузила. Эх, как я соскучился. Перебрал, ребят, кормилец, все четко. Получается 3 вот таких донки, да, крокодил. Все, хочу перейти на них, но никак не получается. Потихоньку 3.
Заказал еще 2. Сейчас еще 2 крокодила придет. Будет уже 5. Ну и в целом перейду, наверное, на них полностью. 3 фидера. Не знаю, 15 банок опарыша. Банка кукурузы. Майонезное ведро червя. Короче, ребят, будем брать количеством. Я не ленюсь. А поиск должен быть постоянно. Потому что бывает из 10 донок работает, ребят, всего лишь одна. Как попадешь, тропа. Блин, налим такая рыба, ребят. Не просто так закинул и все, ждешь. Его тоже надо искать. Его тоже надо искать. Водичка, ребят, остыла. Но ее мало. В целом, я, наверное, ребят, начну с оттуда приготавливать доночки. И вот прям с той косы будем, ребят, все ставить. Вот прям с той дальней. Ну а пока, ребят, дрова нужны. По сезону здесь целая елка была, ее распилили. Дровами туго. Будем искать дрова. Зайдем в бор, посмотрим заодно грибы. 2-3 грибочка на ужин не помешает. Погнали. Так, ребят, сразу тут наверху бор. Красота. Сегодня уже шапочки. Все как положено. Вот, красноголовик, ребята. Или подосиновик. Переросток. Ну вот видно, сушины валяются. В принципе, вот. Пиленые уже. Нормально. Да, вон остатки, ребята, есть. Ну, сушины, конечно, стоят. Вот там валеная лежит. Короче, нормально. Сейчас пошинкую. Дров на ночь надо по-любому. Потому что ночь надо будет сидеть, ждать, смотреть. Ну и чтобы скучно не было, фидер. Отлично. Большеват будет, наверное. А белочки, как батя меня учил, белочки, гитанрюха. А вот это, ребят, то, что доктор прописал. Отлично. Ладно. Значит, будет у нас гриб. Пожарим. Сюда его пока. Вот они, ребятки. А это что-то какой-то интересный. А, тут двойной, и он просто сросся. Пожарная, ребят. Противопожарная вот эта борозда. И прям на ней. И где-то здесь недалеко я оставлял. Да, вот он. Ну, в принципе, что, вот у меня и грибница. Жареха. Пройду сейчас еще под ней. Осень, конечно, ребят, самая моя любимая пора. Это рыбалка, это грибы, ягоды. В этом году с грибами, конечно, не особо важно. Ну, но покушать-то собрали. Пропустил я, конечно, тоже выход белого, вот именно боровиков. Выходили они, как раз я был на Печоре.
Ну, в целом, покушать-то мы покушали свеженьких. Ну, я говорю, в целом мне одному вот этого достаточно на пожарить, на поесть. Так, пройдусь сейчас еще. Бор, конечно, великолепный тут, ребята. Шикарный бор. Ух ты. Боровичок, ребят, смотрите какой. И ему всего лишь полночи, наверное. Боровичок еще. Самый-самый первый сорт, наверное. Малыш прям тоже на этой штуке вырос. И красноголовичек. А то их два. Вот они какие, ребята. Смотрите. Раз. Два. Вот они. Ну куда? Все, ребят, да? Достаточно. С утра единственное то, что можно походить. Может домой привезти. Приятное с полезным. Сюда так специально не поедешь за грибами. Далековато будет. Я поближе собираю. Он еще стоит. Но этого мне достаточно. Вот она, ребят. Счастье-то. Красота. Вкусняшка сегодня будет у нас. Ребят, только поднять грибы собирал, дары природы. И смотрите, какая канитель. Блядская ситуация. Это даже не рыболовный мусор, ребята. Вот река недалеко. Это домашний мусор. Игрушки, смотрите, ребят. Таблетки. Ну как так-то везут в лес? Животные, блядь. Одним словом, животины просто. Стрелять таких точно надо. Это вот прям реально вот домашний мусор. А тут грибы растут. Ой, блядь. Цепочка, конечно, у меня не важно. Все поточить. Руки не доходят. Ну все, в принципе, маломайски заготовился. Там еще два возле берега лежат у меня баллона. Здесь на берегу один, ну чурбан я имею в виду, попилил там. Ну и вот эту маленькую накидал здесь. Так, чисто для поддержки штанов, ребята, ужин приготовить, чаечек вскипятить. В принципе, у меня с собой и плитка есть, и газ есть, короче, есть нормально. Я единственное так поддерживаю от животных. Здесь часто волки воют, чтобы знали, что здесь люди. Тем более, говорю, вообще в одного ни на реке ни души. 20 километров по реке прошел, никого нету. Пью чаечек, ребят, смотрю на речку. Я с ней договариваюсь, короче. Даст, не даст, налима. Но должен, ребята, уже должен быть.
Так, ну что, донки еще рано ставить на червя, это 100%. Замешаю корм, поставлю фидеры на ход. И потихоньку просто приготовлю донки. Ну, уже разматанные, повешу колокольчики. И уже просто они, чтобы были готовы, а уже в 8, в 7. Хотя, в принципе, по осени я и в 5 ловил вечера. Ладно, хорошо, в 6 начну забрасывать. А так все, в принципе, нормально. Дождика нету, хотя пасмурно. Ну, такие тучки ходят, ребят, неприятные. Вот они вот могут замокрить и не остановиться. Но вроде как по интернету смотрел, что дождя не будет. Нормально. Ладно, что, чай пью и там, не знаю, прикормка у меня замороженная еще. Отошла, не отошла, забодяжимся. Так, что, ребята, с новым ведерком побольше. Многие писали: Андрюха, поменяй ведро, блин. Неудобно, реально, ребят, неудобно с одной стороны. Ну, перемешивать неудобно. Так, это вот у меня замороженное еще с какой-то из каких-то рыбалок. Вот так можно, в принципе, ребят, сохранять прикормку. Единственное, если ты ее не заморозишь, если есть кукуруза, то она в любом случае скиснет. Вот у меня здесь даже непонятно что. Вроде семечки, ребята. Так, ну и как обычно я взял пару пачек ямановская. Так, ну что, туда по семечкам не ударим. Хотя есть шоколад, но вода уже холодная. В принципе, запахи будут работать, не будут. Добавим шоколадки, ребятки. Не знаю, посмотрим. Думаю, пол-ведерка мне на ночь хватит. Как обычно, бандюэлька полностью. Я потом, если что, с ведра прям и беру и насаживаю. Что-нибудь сообразим сейчас. Не знаю, тут всяко разно. Остатки, наверное, всякие. Так. Ну что, попробуем. Так, ребят, наконец-то взял. В конце сезона. Теперь уже не рублю. Теперь, ребят, есть уже заводские. Ну, в тубус классно влазят. Вот они. Фидерочки. Не думал, что я буду уже на них рыбачить. Думал, приеду с севера, и у нас все будет классно. Дожди уже, вода большая. А здесь вон что творится. Вообще сезону рознь. Ну все. 2 штуки поставлю. Ребят, 2 3-метровый, да, получается. А вот если вот так приложить, то разница прям целых 5 сантиметров. О как. Так, друзья, ну что, быстренько монтаж. Немножко расскажу. Все как обычно, патерностер. Поводок 70 сантиметров. Кормушка пуля. Все, что, ребят, использовал по сезону, этим же и остался. Отлично подходит для гальки. Вот именно вот такие кормушки пули. Они вот хорошо выходят, выдираются отсюда. Если, допустим, сидеть вот на такие, на железке. Здесь у меня уже не знаю сколько обрывов было. Крючки КДФ, ребята. 7 номер. Чуть-чуть покрупнее поставил, чем обычно. Ну и в целом поводок 18 флюрокарбон. Вот такая лесочка. Все. Клипсы у меня стоят с прошлой рыбалки. Не знаю, ребят. Вода, в принципе, как будто одинаковая. Я ничего не буду искать. Закину, как оно. Как по клипсе старой.
Это сегодня так, чтобы скучно не было. Так, еще бубенчики. Забыл. Обязательно. Ну, чтобы скучно не было. Донки уже с левой стороны. Ну что, полетели? Опа. Осенний фидер, так скажем. Ну да, уже осенний. 2 сентября. Уже осень. Прям официально. Отлично. Ну, как-то так. Закидушечки. Закидушечки. Крокодильчики. Закидушками начнем, ребят, заниматься. Все-таки фидерами, а приехали-то мы по налиму. Вот они, красавцы. Тут у меня на закидушках один поводок 0,3 и разные крючки, ребят. Ну, желательно с длинным цевьем, потому что все-таки нужен пучок червя, чтоб прям достойно. Закидушки поставлю. Сейчас осень. Жирует окунь. Здесь окуни крупные попадались. Может, окунек залетит. Ветер так и не успокаивается, зараза. Ну, в принципе, осень. Так и должно быть все. Ну, вот как-то так. Все. Погнали. Крокодилы в бой. Вот так вот клево. Вот так нормально. Пускай стоят. Может, что бабахнет. Ну что, вот они, кормилицы. Ваш выход. Ждали все лето. Летом я на них вообще не рыбачил. Что-то как-то все фидером у меня подзавелось. Вот новенькие ребята. Парочку сделал. Какие-то. Ну, поводки полностью поменял на всех. Заменил крючки. Где-то грузила поменял. В целом, ребята, вот такая донка. 2 поводка. Основная 0,8. Груза ложки взвешивал на весах, получается 150-160 грамм идет вот ложка. Поводок 0,3. Ну и крючки, ребят, говорю, какие есть вообще. Вот у меня баночка, которую я вожу всегда. Запасная леска здесь поводочная. Крючки, колокольчики, грузила, ну и всякое разное. Вот что-то в этом расчете. Все. Пойдем куда-нибудь впихиваться. Так, ну что, первое. Здесь очень удобно. Наваренная. Ага. Ну, в принципе, даже ямка какая-то есть. Можно было и подальше. Ну ладно. Никогда не надо выставлять в одну дистанцию, там в 20 метров. Надо вообще, ребят. Бывает, донки работают 10 метров прям от берега. Особенно поздней осенью или ранней весной. Он прям к берегу идет. Нормально пойдет. Ну все, ребятки. Выставился. Я думал, будет больше интереса. Но я думаю, больше донок. В Оконцове, ребят, нифига. Вот эта первая коса, она уже так далековато вот от лагеря. И здесь, получается, ну всего 2 штуки можно разместить. А вот это расстояние, ребят, ну здесь, во-первых, 2 метра, а то и 2,5 обрыв получается. Ну и кусты, трава. Неудобно. Конечно, можно, в принципе, закинуть. Но даже если
здесь что-то сработает, просто тупо ты не достанешь. С такого обрыва не поднимешь рыбу. И, короче, решил, ребят, я сильно не выдумывать. Получается, здесь у меня 4. Здесь 2. И за фидерами еще 1. Я думаю, 7 штучек вполне пойдет. Хотя еще есть донки, есть черви. Ну да ладно. Просто здесь больше не разойтись, реально. Ну, если фидеров не было, ну еще 1 можно было поставить. А так в целом 2 фидера на одной точке. Может, и лещок выйдет. Все, дела сделаны. Какая-то дзинкнула даже, ребят, пока там был. Ветер туда, слышно было. Какая, непонятно. Что-то дзинкало. Что-то было. Так, братцы, ну что, как и запланировано было у меня, сегодня жареные грибы. Ох, чистенькие, ребятки. Поставил водичку. 15 минут, ребят, все-таки отвариваю. Можно, конечно, и так жарить, но если есть возможность, лучше немножко отварить. 15 минут. Вот видите, ребят, ходил. А вроде чистенько все было. Вроде чистенько было. Ладно, мне хватит в целом. Шляпка, да, шляпка идеально чистая. Немного покрупнее делаю, чтобы вкус был, ребят. Беленький, ребят, смотрите. Красавчик. Малыш. Шляпку целиком пожарим. И ножку тоже. Да, хорошо в тайге жить, конечно, с одной стороны. Далеко никуда не надо ездить. Шляпка, да, шляпки бодрые. А вот ножки почему-то. Еще такой момент, ребят, вот уже у крупного гриба, вот этот, как сказать, мох, да, вот этот, вот этот можно вот так убрать, он хорошо убирается. А вкуса от него особо нет, ребят, он такой, вот видите, как он хорошо убирается. И остается вот такая шляпка. И в целом все, можно ее подрезать. Вот так вот. Все, вот у меня такая тарелочка получилась. В принципе, у меня на самый раз. Ну вот и все. Водичка закипела. Грибочки отправляем. Так, неудобно. Придется вручную. Все, на 15 минут, ребят, на варочку. Красноголовички. И
пускай варятся они у меня. Сразу синеть начинает, темнеть. Ну, это такой гриб и есть. Все, пускай варится. Не знаю, ребят, кто-то бахнул. Походу мимо. Нет, кто-то есть. Плотвица, ребят. Плотвичка. Интересно. Ну, Соньки-то возьмем свеженькую. Ух, холодная такая. Блин, это ближняя бровка, ребят. Я вообще возле берега его поставил. Поклевочка. Чайковского испьем. Прошелся по доночкам. Вот здесь, ребята, все целое. А вот тут вот прям лупит и лупит. Сейчас ходил опять пустые крючки. Так как-то попало там куда-то на мелочь, наверное. Стоит там стайка. Может, плотва та же. Вон на фидер куда надо было садиться. Ну, мелочь половить. Да не, здесь, ребята. В точку надо верить всегда. И как бы относительно надо ждать, выжидать. Ставка как бы сегодня не по фидеру. Ставка на донки, на лим. Ну, вообще есть он здесь, нету. Бывает же так, ребята, что за поворотом его ловят, а вот на этом повороте, ну, просто его нету. Хотя речка она одна и та же, ну, грубо говоря. Ладно, ребят, ваше здоровье. Ну все, ребят, снимаю грибы. Опачка. Минут 20 варились. Сейчас сливаю водичку и на плиточке пожарю. Ну, чтобы не сгорели, на костре неудобно будет. Журавли. Журавли, ребятки, кричат. Здесь, ребят, каша гречневая с говядинкой. Вот я думаю, туда это дело пойдет прям на раз-два. Будет вкусно. Вот. Лука вроде нет у меня. Посмотрел, как будто лук обычно всегда валяется. Вон, ребят, смотрите, белый. Целая шляпочка, которая... Видите, они, ребята, уварились. Сейчас еще ужарятся. С тем расчетом, то, что многие скажут, крупно режу. Нет, вот, ребят, самый раз, как раз, когда вот покрупнее. Чтобы гриб чувствовался вкус. А то некоторые накрошат, он варится, ужарится, и там вообще ничего не остается. Ну что, братцы, вот, смотрите, какие они получились зажаристые. Много масла специально добавил. Вот они, хрустюшки. Знал, что гречка сухая будет, и как раз все впиталось. И, в принципе, круто получилось.
Ну, вот такой у меня будет ужин, братцы. Огонь. Огонь. Так. Паечку хлеба чернявского и чаечек. Опа. Ну что, ребят, попробуем. Надо грибочек. Неплохо. А что неплохо, вкусно очень, ребята. Родные, давайте со мной поужинаем. Уже сумерки. Сейчас полчасика и будет темно. Покушаем, достанем фонарики. Пройдемся по доночкам, по всем. Ну и будем ждать. Только остается ждать. Рыбалка на налима, ребята, она ночная. Вот пораньше приехал, приготовился, вот, чтобы этот весь марафет сделать. А потом уже сидеть в свое удовольствие, уже все налажено. Рыбачить. Айда рубать. Угу. Вот он, зараза, ребята. Все-таки попался. Такой мелкий, блин. И заглотил походу. Ах. Ой, блин. До самых этих. Окунек. Ну, говорю, должно окуня быть. А закидушки тоже, ребята, кунечек. Не крупный. Это нормально сбоку. Давай, друган, беги. Так, ну что. Вот и потемнело. Включаю прожектор. Ставлю на прикормку, ну, чтобы насаживать. И будем бдить. Ага, есть, ребята. Хафнул. Походу подлец. 8 вечера. Доночки перезакинул. И сел. Блин, сейчас 3 фидерами здесь выводить вообще неудобно, конечно. Да. Как-то так придется, блин. Что потом делать? Да тихо, 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 брат. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 братик, братик, тихо. Первый, ребята. Только перезакинулся. Есть контакт. Блин, как раз на средний. Не крупный. Ну, пойдет. Блин, до сих пор лещ клюет. Вы за наливом приехали так-то бы. Поклевка просто брак-брак и провис. Так, ну что, 8 вышли, значит. Отлично. Так, на крайне, ребята. Какая-то поклевка. Ух ты. Ах, катушка, ребят, сломалась. Катушка у меня, кстати, щелкнула там, но...
Лещик не крупный. Вот если у меня тут будет, ребят, лещ, я не вытащу его. Мелкий подлец. Душка это, ребят. Щелк, что-то я, короче, ее раз. И она так щелкнула сильно. И в конце все. Хорошая картошка была. Подправим. Костерочек-то. Подправим. С костерком повеселее. Так, ребята. Клевочка. Вроде зацепил, но не крупный. Угу. Тоже. Вообще отцепился. Не крупно, ребятки. Какие-то не крупные, но поклевывают. Не крупные парни. Такой пивной набор, я бы сказал. Ну как-то ходят, значит. Но лещ-то мне не интересен вообще никак. Я жду другую рыбу, блин. Ё-моё, блин. Так, друзья, ну что, опять поклевочка какая-то. Опять такая же слабая. Блин, я не знаю, он походу на точке ходит. Может не крупный. Или задевает, или что. Ну, считай, двух снял, как бы, относительно. Даже не лещ. Подлещик не крупный вообще. Мелкий. Тут что-то брык-брык. И все. Так, время что у нас? 9, наверное, уже. 10. Без 10 9, ребята. Ну так, есть шевеление. Нормально, поклевка. На дальнике. Блин, лишь бы не рухнуться. Какая, ребята. Какая-то из них. Вот это, ребята. Вот она. Ага. Есть. Есть. Есть, кто-то был. Ушел, что ли? Ну. Ушел. А нет? Вроде кто-то есть. Да. Есть, ребята. Вот он. Ух. Открылись. Есть, ребята, Никодим. Вот он, зараза. Не крупный. Вообще шнурок. Ну, в заглоте. Есть, братцы. Первый сезона. Ах, как я отвык-то по вам, братцы. Вообще в желудок загнал, блин. Ну что, братцы, вот он Никодимчик. Мелкий шнурок. Ну наш первенький. Пустить, конечно, надо такого. Вырвал там у него все. Все, братцы. Теперь официально открылись. Круто. Так, утром посмотрю, если он будет себя хорошо чувствовать, то отпущу его. Ну все, распечатали. Вышли на лимчики. Огонь. Ну что, братцы, все-таки есть контакт. Пускай он не крупный,
С налимом у нас, ребят, не особо, конечно, весело. Ну, этой весной брал на 4 жерлица. Кстати, самый крупный вот все ловил весной по последнему льду. Летом самый крупный был на, ну, я имею в виду осенью, самый крупный был на трешка. Так, относительно мелочи очень много вот таких попадается. Но крупного, как говорю, якутского таких нету. Раньше почему-то был налим хороший. Сейчас что-то с ним с каждым годом все хуже и хуже. Ладно, что, перезакидываемся, перепроверяемся. 9 часов, начало 10-го, первый налимчик. Да, факт в том, что ребята уже взял. Это уже радует. Налим шевелится. Начал. И значит, поиски мои будут с надеждой уже хорошей. Ну, конечно, жду воду и буду подниматься на свои точки. Ну, а пока внизу смотрим. Так, братцы, ну что, перезабросил всю полностью. Фидера, доночки прошелся. Ну да, пожеванных было очень много. Ходить надо, конечно, почаще. Но это опять же не надо брать фидера, чтобы заниматься донками конкретно. Поднимаю, ребят, второй раз фидер и вижу возле кормушки на шнуре слизь. Он прям стоит, ну прям долбит кормушку походу, ну, кормится. И оставляет свою слизь, из-за этого задевает. Я хотел вам показать, но что-то не... Опа. Там что-то дзынькнет, тут дзынькнет. В общем, ребят, блюдим. Первенький есть, не крупный, но мы идем все правильно. Мы вот опять, ребят, видите, шевеление. Он стоит на точке, он ходит, шевелится, задевает шнур, задевает прикормку, ну то бишь кормушку, и оставляет там слизь свою. А есть не ест опарыша. Интересно, красота, ребята. О, немножко прохладно стало уже. Костерочек шает. Все отлично. Чурбанчик надо расколоть, наверное, положить половинку. Отлично. Поклевка, ребята. Ага, есть. Тут, походу, не крупный. Блин, тут у меня еще фидер как раз лежит. Только перезарядил, свеженького поставил. Второй перезаряжаю и поклевочка. Ну вот они такие, ребята, сегодня. Так даже его можно вот так взять. Маленький Леха. Вот такие они вообще на вялочку просто. Никуда больше. Да. Не знаю, ребят, еще тут не перебинтовал, так скажем. Только забросил этот. Опять щелк, поклевка. Сижу тут. У меня тут борода. Еще не подсек, ребят. Мимо. Блин, я думал подсек.
У меня тут как раз борода, блин, на том фидере. И опять поклевка. Сразу же. Опять походу вышли. О, смотрите, ребят, что делают. Походу вышли. Видали, что творится. Тут вроде все. Блин, у меня тут 2 фидера, блин. Ё-моё. О. Вот это уже, ребят, покрупнее будет тех. Дали? Как? То молчит, то сразу 3 работают. Кончик поломался тут, короче, у меня тут борода, блин. Петля получилась. Забросил кончик, ломанул. Ух ты, выход. Выход это хорошо. Что-то сегодня как-то, ребят, растратно. Кончик сломал. Ну хорошо, там 5 сантиметров до колена. Ну, то бишь до кольца. Петля получилась, я резко хотел забросить и бам. А здесь катушка, блин. Ну, в принципе, на фидере-то 3 кончика идут. Просто здесь как раз он такой, самый такой тоненький был. Нормально. Можно рыбачить. О, и дождь пошел. Зараза. Вроде не обещали ночью. Только дождя еще не хватало. Ну что-то как-то так сразу, ребят. На 3 фидера. Я как бы не думаю, что это один и тот же. Я тут промахнулся. Хочу быстро забросить. Ломаю кончик. Борода. Давай тут распутывать. Вот этот. Не всек его. И вот этот сразу. Интересно. Может и тот же. Хрен его знает. Ну, поклевывает еще. Я уже думал, все. В прошлые разы уже как будто все не клевало вообще. Ждали утром и даже утром не вышел. 12 час. Тонко, ребята. Не тут. Там. Там. О. Какая? Вот это. Не пойму. Мимо, что ли? Блин, бежал. Или кто-то есть? Опа. Ребята, дурень, блин. И далее что творит, ребят? Лещ. Причем хороший. На червя. Вышли, ребята, понял? Ночью. О, бродяга. Огонь. Блин, клевал-то тогда. Разминка у меня тут такая беговая. Ну, огонь. Отдохни пока, брат. Самый крупный, наверное, на сегодня. Доночки тоже леща бахнула. Кстати, это у меня самая такая матерая, длинная, тяжелая. Новая донка, кстати. Обновил я ее. Ребят, опять на донку. Опять дальняя, блин, да ё-моё. Свинит. Хрен добегу, блин. Далеко, блин. Какой? Какой из них? Вот это вроде.
Вот. Я еще хотел туда ставить. Так и понял, что нафиг. Че, все не успел? Что-то качает? Нет. Качает еще, ребят. Что-то не пойму. А нет, есть. Бодает. Тут такая бровка, блин. Сразу резко. Хрен достану, блин. Вот эта бровка. Опять лещ, ребят. Опять здоровый, причем здесь. Хрена себе. Что тут, блин? Смотрите, ребят. Вся донка в слюнях. Опять такой же лопатек. Прикольно. Прикольный терс. Во, беготня у меня сегодня. Отдохни пока, брат. Червя неплохо хавает. Ну, почему-то одна донка. Одна только доночка работает. Там, значит, место тоже, ребят, рабочее. Ходит там лещ. А фидеры перестали. Я-то бегу, ребят, с надеждой, что там налим. Ладно мне этот лещ. Я уже по сезону-то его наловился. Я бегу, что думаю, там налим. Бывает, налим тоже не всегда хапает, как положено. Как вот этот заглотил. Бывает, он тоже не активничает, прикусывает. Ага. Утка села здесь прям возле речки. Фух. Такой марш-бросок. Там аккуратно, там рядом с обрывом тропинка, можно навернуться, будет весело. Ну ладно, нормально. Ага. Вот, ребят, конь. Что это такое? Бровка, что ли? За бровку завел. Порвал. Ё-моё. Оторвал. Зараза. Он сразу хоп вниз пошел и все, встал колом. Обидно, печально, досадно. Ну ладно. Вроде, ребят, зацепил. Неужели? Угу. Ага. Подается. Угу. Или папочки. Папочки.
Ребята, я просто заколебался их сливать. Ну вот он, зараза. Ладно. 2 часа ночи, ребята. Или 2 утра. Как удобно. Стелю-ка я постелечку. Я взял маленькую свою палатку. Одного на самое то. Дождь пошел, опять заморосил, затянуло, блин. Там вроде такой просвет шел. Все опять черное. Сейчас стелюсь, накрываю все в сумку, потому что походу дождь пойдет. Сам залажу, посплю. Буду отдыхать. Опачки. Блин, ну для чего, ребят, нравится палатка? Что очень быстро она не промокает. Я и в ливни попадал в ней, и в снег. Проснулся как-то тоже по осени, по налиму. Чуть не понял. Темно. Сантиметров 10 снега навалило, короче. Это были у меня такие опасные походы. Потом, конечно, я уже с печкой ездил. Жилет тоже использую как подушку. В целом все очень быстро и практично. Самое главное, в ней комфортно. Так, коврик обязательно. 2 подушки, ребята, я ложу с собой. Ну и спальничек, конечно. Так. Дождевиком сейчас накрою кресло, чтобы не промокло. Потому что дождь начинается жесткий. Вот так вот. Ну и все, что. Будем, наверное, залазить, ребята. Все уже затихло. Донки молчат, фидер молчит. Да и хорош тоже, меру знать надо. На-на-на-на-на. На-на-на-на. На-на-на. На-на-на-на. На-на-на-на. Носки сниму. Пускай ноги отдыхают. Вот так вот. Обычно беру запасные какие-нибудь теплые, потому что это все равно влажные. Не сырые, но влажные. Какие-нибудь мягенькие одеваешь. В спальнике вообще надо раздеваться, по сути. Ну я так в штанах. Палатка все равно не такая теплая. Все, погружаюсь в спальник, ребята. Ну что, друзья, все-таки решился я немножко покиморнуть. Не хотел. Спать не хочу, но вообще бодрый. Дождь поморосил, перестала. Да и этот. Все равно я вот на рыбалке хватает даже 3-4 часа поспать. И на следующий день ты можешь вообще не ложиться спать, как бы, ну, вплоть до самого вечера. Делать дела, заниматься чем-то, ну, как бы. Потому что я вот сколько раз бодался, ну, раньше вообще не спал. И, ну, то бишь, до самого утра просидишь, потом все равно начинает кумарить, правильно? Домой приезжаешь, туда-сюда, поешь, а если поешь, тем более. И все, ребята, можно вырубаться, короче. И вот вырубаешься, получается, до самого вечера. Просыпаешься, твои уже ложатся спать, по сути. Ну и в целом там встал там вечерком, ну уже ничего не сделаешь, ложишься тоже как бы со всеми спать. И все, получается у тебя день на смарку. А здесь 2-3 часа поспишь и в принципе как в наряде хватает, ребята.
Вот. И завтра уже можно чем-то заниматься. Понятно, что как бы ты не полностью там выспался там. Но в целом этого достаточно будет. Сегодня вечерок интересный. Налима ребят ждал. Но здесь походу изобилие леща. И Налим здесь прям не держится, мне так кажется. Ну, все-таки мы одного поймали. И это уже, я считаю, что сезон открыт. Неважно. Все, начинаем поиски, ребят, Налима. С этим местом все понятно. Сюда я больше не приеду по Налиму. Будем продолжать поиски других мест. Ну и опять же, ждем воду, чтобы подняться на свои точки. Там я уверен, что есть Налим, и мы его там будем прекрасно ловить. Но опять же нужна вода. Все, ребят, ставлю будильник на пару часиков. Часика 3, сейчас 2. Часиков 6 встанем. В 5. Ну, посмотрим. 3 час уже. Давайте, братцы, все. Я посплю, отбиваюсь. Так что на связи. Вот дождь пошел. Нормально. Правильное решение, что по палатку залез. Доброе утро, страна. Что тут с ведрами? Дождь был. О, ребят, рыба еще сидит. Походу. Угу. Еще рыбка, ребят, сидит. Так, мне надо куда-то сюда пройти, что ли. Тут что-то опять на двух зацепилось все. Протащу, нет. Подлещики, ребят, до сих пор в теме. Ну, походу, ночью клювали, так как я ложился и были звонки. Я выбегал даже. Небольшой. Ладно, нормально. Ну что, нормально. Просто она насыпем стянула. Ага. А тут тоже что-то снесло его. Тоже никого нет. А нет, есть. Вот ты зря его переставил. Вчера вечером у него поклевки были. Густерка. Значит, рыбалка будет еще, ребят, утром. Я так понимаю. Но, значит, будет рыбалка. Утром это хорошо. Доброе утро, ребята. Поклевка. В общем, ребят, 6 утра. Я проснулся. Всю ночь дождь шел. Ну как всю ночь? Я в
третьем ложился спать, ребята, закутался и слышу, у меня фидер качает. Я выбегаю, блин, не подсекая рыбу, херачит дождь, быстро заряжаю. Пока забиваю кормушку, второй также загибается. Но это, похоже, один и тот же. Я его не секу. Почему-то, ребята, они не секутся. Я вчера столько рыбы солил. Просто жесть вообще. Поклевок 8-9 я, наверное, просто слил, ребят, это лещевых. Относительно сколько поймали, можно было в 2 раза больше поймать. Не знаю почему, ребят, но все четко, все уже та стандартная поклевка, а он не секется. Походу как-то он неактивно его брал, что ли, или что. В общем, все сырое, хорошо кресло накрывал. Пойду сейчас доночки по доночкам пробегу. Ну, доночки явно, что уже все ободаны. Мелочь, походу, вышел с утра. Все сырое, палатка сырое. Ну, в целом 3 часика покемарил. Нормально. Пьем кофе, ребят. Не знаю, посидим, порыбачим. Может, утром еще подымем. Хотя, походу, ребят, клевал всю ночь просто. Я охренел, конечно, вот это клев был. Ну, он как-то затихал на час, но он потом возобновлялся, опять затихал и опять возобновлялся, знаете, вот. А до этого вот такого не было. Были выходы активные, час рыбалка, потом 3 часа просто вообще затишься, а потом опять какой-то выход. А здесь просто, ребят, он просто бил, и я ложился спать, он до сих пор клевал. Как вы видели, он 2 подлещиков, ну, снял, получается, сидели на крючке. Нормально. Ладно, пьем кофе, брат. Теперь, ребята, с добрым утром. Не клюет, ребята. Не клюет. Ах ты, опять бровка затянул. Вот с этой бровки тоже много сходов было. Вот тут как раз надо вот сразу поднимать фидер, ребята. А с донками вообще тяжело здесь. Вот эта бровка, и она не дает прям. Фидером-то еще поднимаешь кормушку. А донка-то она под ночью грузила, волочится. И в целом, ну, пучок нормальный. В целом оборвался там пару донок. Не стал уже перезакидывать, ребята, потому что червей дефицит у меня. На следующую разведку не хватит потом мне. А покормимся. Ветерок какой-то поднимается. Дождь, наверное, будет опять. Схожу я в лес. Ладно, ребят, что, погуляем. Ну, только выхожу сразу. Красняк стоит. Ну, какой. Ну, такой плотный вроде. Нормальный. Чистый. Что, возьмем? Возьмем. Завтра, ребят, кстати, отправляюсь я за самым дорогим грибом у нас в республике, да и у многих, наверное. Поеду с ребятами на их места. Вот еще красняк стоит. Он здоровый. Здоровющий. Да.
Такой даже, ребят, смотреть не буду. Да, сейчас бы его здесь можно было пожарить. Ну, домой маленьких соберем. Если найдем, конечно. В общем, завтра, ребят, с грибами. Ребятки, смотрите. Это тоже красноголовичек. Только он белого цвета. Вот такие они бывают. Чистяган. Вот такой красавчик, ребят. Смотрите. Вот то, что надо. Кладу в пакет, собираю. Ведро у меня с прикоркой. Не стал я уже выкидывать ее, думаю, добью. Ну и ладно. Как-нибудь аккуратненько. Яркий такой, ребят. Сдалека видно было прям. Красивый. Ну, может, грибочки-то еще и пойдут. Дождики-то сейчас вот хорошо льют. Правда, ночи холодно. Я понимаю, вот это осень, да? Вот, смотрите, какой красавчик, братцы. По поводу, кстати, грибов. Выкручивать, срезать, разницы нету. Я выкручиваю, иногда срезаю, как удобно. Природа, ребят, позаботилась об этом. И что вы там портите грибницу, это все чушь. Грибница идет миллионами частичек, а здесь вы нарушаете там 1,000 какую-то целую. Козел, ребят, смотрите, толстоногий. Видите, и шляпки разные, белые, рыжие какие-то, красные. Все зависит, наверное, как-то от места. Так что все это чепуха, ребят. Я вон сдалека прям вижу, представляете, грибы. Очень здорово. Вот она, пора осенняя. Налим грибы. Я влюблен в эту пору. Комаров нету. Уже дышится хорошо. Ну, в тем расчетом, то что воздух чистый. Жары нету. Никто тебя не кусает. В тайге свежо. И есть все. От голоду не помрем. Рябчики поют, ребят, на окраине бора. Смотрите, какая поляна невест, ребята. Вообще кабаны. Блин, они, ребят, еще и крепкие. Смотрите, какие крепыши. Реально крепыши. А вон здесь малыши, ребят, стоят, смотрите. Просто целая семья. Целая семья из 6 штук. Смотрите, рябчики поют, ребят. Сейчас бы было бы еще ружьишко. Можно было на шевленку пару репцов добыть. Вообще легко. Ну, маночек, конечно, нужен. Бодро. И тут мха нету, видите, ребят? Это боровые. Бывает вот такой мох, который я вчера, помните, убирал. Ну, наверное, червивый, наверное, скорее всего. Нет, он чистый, ребят. Ну ладно. Я его разрезал уже. Кишмиш не буду делать. Тут в целом тоже. Они все крепкие, ребят. Вот этот средненький еще. Можно посмотреть. Да, и вот этого мха нету снизу. Это прям вообще идеальная. Но шляпка, наверное, в любом случае чистая. Да, ребят, шляпка, смотрите, чистая. Ну, раз разрезал, уже не буду кишмиш делать. Берем маленьких. Жадничать не надо. Вот видите, прошел. А тут-то еще пацанишка. Вот ему ровно ночь. Грибы идут, значит. Отлично. Ну, чисто. Вот таких можно на сушку собирать, ребят, или вот на икру. Делаем игру из грибов. Грибная икра. Консервируем. И потом уже этот зимой можно пирог сделать, пирожки там. Да и так поесть. Классная закуска. Алена Сергеевна делает, да и Лариса Юрьевна.
катает у меня. Буквально там резал, но здесь тоже стоит. Вот и крепыш, ребят. И это вообще зачетыш. О, какой. Чисто ган. Красота. Друзья, смотрите, стоит такой и стоит вот опять белый красноголовик. Почему-то он мне столько радости приносит. Кстати, боровиков нету, ребят. Вчера маленький нашел на пош-полосе. В мху они чистые. Тут даже разговоров нету. Так мы, ребята, уже собрались. Собрали даже. Мы даже с грибочками. Я, ребят, заметил то, что когда в лес заходишь и собираешь грибы и начинаешь лялькаться. Ну, как-то так, знаете. Как-то лес сразу успокаивает, что ли. Начинаешь там малыш, малышок, красавчик. Вот такая ситуация. Прям реально разбавляет. Грусть, печаль, да, печаль души. Ах, вот еще красавчик. Вот это молоденький, да. Вот ему получается сутки, ну, за сутки 7 сантиметров растет. Грибы очень быстро растут. 2-3 дня уже все, уже здоровые. И когда они идут, надо ходить каждый день. Если, допустим, вчера ходили и думали, что вчера вы ходили и все собрали, что вы придете на следующий день и вот такие будут стоять. А то, что вы не нашли, в любом случае вы не нашли всех. Они уже вот такие будут стоять. Так что это проверено все. И опять такой красноголовичек, ребят, меня встречает. Белый. Третий уже. Ох, ну что, надыбали? Хватит, наверное. Ох, сорога, ребят. Смотрите, какая. Хорошая плотва. Такую можно даже. Не только кошки. На улице плюс 5, наверное, ребят. Смотрите. А вот газ, видите, замерзает. Какое давление он делает. Газ универсальный, всесезонный, кстати. Вот он уже подводит, получается, в плюс 5. А что будет в минус 5, в минус 20? Видите, ребят, что делают? Хотя я вот беру универсальный. Подороже, ну, с понтом дело. Хотя это все херня. Так, ребят, ну что, 9 утра. Погулял по бору. Собрал грибочков домой. Шикарно. Ладно, начал собираться, ребят. Все уже бесполезно. Мелочь какая-то подергивает. Не тот формат уже, не та рыбалка. Первый выход за налимом. Налимом мы увидели с одной стороны. Но это только начало, ребят. Ладно, собираю донышки. Лагерь потихоньку. И потихоньку будем выезжать. Ну что, потихоньку маломальски сворачиваюсь. Хочу заправиться. Получается, многие спрашивали как раз вот именно по топливу, Андрюха, как расход изменился, не изменился. Естественно, ребят, расход изменился. Ну, знаете, что я вам одно скажу? То, что с какой скоростью добираюсь сейчас я до места, с каким временем и с каким временем я доходил на пятерке.
И в принципе, ну знаете, едешь медленно, она потихоньку как будто, а здесь быстро, и она чуть побыстрее, да, и, в общем, как будто расход, ребята, одинаковый. Ну что, братцы, все, комплектуюсь, давайте посмотрим, что получилось у нас. Что у нас получилось? Ну, в принципе, неплохо. Сейчас завесим самых крупных. Опачки. Поехали за налимом, а поймали. Ух. Тихо, 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 братва. Тихо. Так, как я обещал, ребята, я его отпускаю. Пускай он растет. Вроде нормально. Очухался. Ну вот первый Никодим, ребята, сезона. Осень. Отправляю его в свояси. Пускай растет до 3-4 килограммов. Так, ну и что в целом? Вот эти, ребят, на донку попались. Я думаю, грамм 800. Грамм 800 под килограммчик должны быть. Они такие прям одинаковенькие. 855. Ну вот такой же. Они прям одинаковые. Ну в целом так пойдет. Ну еще жареха, ребята. Грибочки. Так что мы не с пустыми руками. Нормально. Все отлично. Ну что, братцы, все, буду прощаться. Вот такой у меня первый выход по налиму. Одного все-таки мы надыбали. Но я думаю, это только начало, ребят. И в целом поездок будет очень много, разведок очень много будет. Лишь бы погода дала, и дождь нужен, дождь, чтобы вода поднялась. Чтобы можно было передвигаться, потому что ну нереально, ребят, очень тяжело. Много перекатов, коряк. Короче, как-то так. В целом, рыбалка получилась. Понятно, по лещу, ребят, много сходов было, много холостых поклевок. Ну и в целом даже ведерко поймали нормально. Грибов собрали, отдохнули. Поспали на природе, ребят, погуляли по бору. Что еще нужно за счастье, я прям не знаю. Осень, золотая пора. Мы начинаем, ребят, эту эстафету. Не знаю, сколько получится, но, ребят, я буду биться, буду стараться, буду искать. Первая точка. Явно здесь, ребята, по налиму делать нечего. Будем искать. Все, братцы, всех обнял. Всем здоровья, любви. Ну и давайте на рыбалочку. Еще есть время, ребят.